муниципальное бюджетное учреждение Дом народного творчества «Артек» имени Алексея Спиридоновича Бродникова Телейского наслега Чурапчинского района Республики Саха-Якутия комфортное пространство для культурного развития, досуга, отдыха и общения для всей семьи. Мы создали пространство с целью того, чтобы любой житель нашего села, независимо от возраста и пола, имел возможность выбирать свой досуг. Проект «Айтал» – аббревиатура «Ай» – медиа, информационные технологии, «Тал» – от якутского «выбирай, выбирай». Проект «Айтал» в сельском поселении направлен на развитие общедоступной инфраструктуры для разновозрастного населения. В рамках проекта создано творческое пространство, в котором жители всех возрастов смогут попробовать себя в разных направлениях деятельности. Искусство и творческие мастер-классы и кружки, интерактивные формы и медиа, тренинги личностного роста, спортивные кружки. Каждый найдет для себя что-то интересное, независимо от возраста и интересов. Для детей дошкольного возраста мы организовали развивающее пространство «Харыскал» от якутского «защита». На занятиях ребенка комплексно подготовят к началу школьной жизни. Для художников работает кружок ЕИ от якутского «Муза». Те, кто видит себя в качестве музыкальной звезды, будет интересна студия эстрадного вокала «Ире». Что делает наше пространство успешным? Физическая и информационная доступность. Здание расположено в центре села. Доступность для людей с ограниченными возможностями, парковочные места, информационная доступность на сайте teleidnt.ru. Комфорт и актуальный имидж. Современный дизайн. Зонированные многофункциональные комнаты, полностью оборудованные под потребности работы кружков и мероприятий. Активность. Параллельно могут вестись многие кружки и мероприятия, не мешая друг другу. Мероприятия, вовлекающие все слои населения. Социальная востребованность. Людям нравится место, и они с удовольствием рекомендуют его друзьям. Посетители объединяются в группы и общаются. Профессиональное сообщество интересуется активностями пространства. Люди чувствуют себя частью сообщества и готовы развивать и улучшать пространство. Спортивная востребованность. В настоящее время в отдельных регионах страны усиливается движение по пропаганде здорового образа жизни и привлечению максимально возможного количества детей и молодежи к занятию различными видами спорта. В городах для этого есть соответствующая инфраструктура. Ситуация в деревне значительно сложнее. Нет спортивных залов, а у родителей нет возможности возить своих детей в городские секции. Одна из основных целей проекта – организация и поддержка на базе Дома народного творчества «Артек» спортивных занятий и спортивных мероприятий. Вовлечение в занятия спортом школьников и сельской молодежи. Для этого оборудована фитнес-комната, теннисные столы и бильярдный стол. Наряду с этим активно пропагандируются такие национальные настольные виды спорта, как хабылык, хамаска и тыксан. Кино. Возрождается республиканский кинопрокат. Показ фильма в сельских клубах – это одна из важных социальных и культурных проектов. Это одно из тех направлений, которое создает условия для общения и приобщения к мировому искусству. Новые технологии сегодня позволяют без больших затрат возродить кинопоказ в селе. Техническое оснащение мини-кинотеатра «Дабан» отвечает всем стандартам, что способствует популяризации киноискусства среди широких масс населения. Возможность выбора. Изменение сознания местного населения в сторону инициативности. Все кружки и мероприятия заранее в начале рабочего сезона проходят опрос по ссылке в Google формате, где все население выбирает кружки, в которых они хотели бы заниматься. Наши ресурсы. Режим работы Дома народного творчества «Артек» является гибким. Ставим задачу, что Дом народного творчества должен работать во время досуга жителей с утра до вечера. Наши помещения и для чего используются. Многофункциональная коворкинг-комната «Дабан» для киносеансов, кружков, лекций, совещаний всех форматов, фитнес-комната «Чепдик» для фитнес-занятий и общего оздоровления, фойе для кружков и тенниса, библиотека многофункциональная. В зрительном зале сзади на помосте оборудован стол для бильярда, гримерка, костюмерная комната, кабинет директора и специалистов.
В современном мире появилась необходимость возрождения и восстановления духовности, формирования нравственной личности гражданина и патриота своей страны, изучения прошлого и настоящего своей родины Республики Саха-Якутия. Поэтому мы в нашем проекте приняли уклон на просветительскую работу по истории своей республики. Проводятся лекции для всех слоев населения, показываются документальные фильмы, приуроченные к столетию Республики Саха-Якутия. Сохранение традиций. Издавна Якутия славится своей необычностью, неповторимостью, индивидуальностью. Миновали столетия, но, как ни удивительно, и в наши дни эсэх остался прежним. Сибиряки не растеряли ни единой мелочи из ритуалов и обычаев древнего праздника. И всякий, кто хочет в этом убедиться, может приехать в Якутию и увидеть все своими глазами. Также наш Дом народного творчества не отходит от традиций и празднует эсэх по историческим канонам. Проект поменял привычное представление о работе клубов и библиотек. Он обеспечивает координацию работы и активное взаимодействие с библиотекой, а также с администрацией села и организациями наследия. Учет современных трендов включает в себя обмен лучшими практиками, активную работу учреждений культуры с организациями, некоммерческими и частными структурами. В рамках обновления деятельности в учреждении культуры появились качественные общественные камерные пространства, актуальные и гибкие, способные приспосабливаться к переменам и запросам жителей. Расширился спектр услуг. Сегодня Телёй-Дерин является одним из современных поселков Улуса с развитой социально-культурной инфраструктурой. Мы создали пространство с целью того, чтобы любой житель нашего села, независимо от возраста и пола, имел возможность выбирать свой досуг.